Таван Осхагал. Таван Осхагал. Вырывахательнее булды радиотлегени мәрзем пиринче ваш 17 радиовин тюре эфиринче шаксамандра таван Осхагал каларым и пени персеримбе таван халахын елы ергебе культуребе тада палах историбе тепленгана палажат бар. Паян пирин пите коткаскала жудесе галамала мәшіндесене бир нумай шул мәрзем хуши чаваш халахне каныш паман ида вазютсия вастеппар. И бир баян сиримбе хамырын чаваш халахин яче еплерех пулза кайны пирки галажи баркунда бире история слухисень кандидатча Шаванбекейх оставарендикень археолог Николай Станиславович Мясников пулыжеч ваш пашала гуманитария слухисень институчень наука эщень. Николай Станиславович, добрый день. Добрый. У нас сегодня невероятно сложная тема, потому что мы обсуждаем происхождение этнонима Чуваш. Сколько версий мы уже наслушались, сколько версий уже широко распространилось в народе, однако мы так и не пришли к той самой точке, которая была бы отправной, которая была бы понятной и которая была бы скорее наиболее близкой к истине. Когда вышла новость, что в гуманитарном институте проходит итоговая сессия, то первый вопрос, который там обсуждают, это происхождение этнонима Чуваш. Это Николай Станиславович Мясников и Александр Савельев. Что очень-очень интересно, потому что такая коллаборация, то есть сотрудника Российской академии науки и Чувашского государственного института, нашего гуманитарного института, должна бы привести к какому-то потрясающему результату. Поэтому сейчас вот в руках у нас такая замечательная книга к происхождению этнонима Чуваш, основные версии, их историческая интерпретация. Вот, хотелось бы узнать, что здесь написано, о чем вы докладывали. То есть полный пересказ всей книги за одну радиопередачу? Ну, давай самые интересные версии и та, которая наиболее близка. Во-первых, я хотел сказать спасибо, что пригласили на эту замечательную рубрику, не первый раз здесь. Во-вторых, хотел сказать, что итоговые научные сессии института проходят в таком формате уже достаточно давно. Мы уже дошли до 43-го, если я правильно помню, доклада. Не назвать это, конечно, полноценной книгой, но сам формат интересен. Его предложил наш предыдущий замдиректора Геннадий Алексеевич Николаев. Хочу сказать и про коллег, что другие доклады этой научной сессии были не менее интересны. Это доклад Александра Юрьевича Березина о булгарских культовых памятниках традиционной веры. Там много любопытного и позволяет по-новому взглянуть по-другому на соотношение ислама и язычества в Волжской Булгарии. Очень интересно. Да, предлагаю вам тоже пригласить его сюда. И доклад Евгения Витальевича Касимова об историческом краеведении в Чувашии на современном этапе. Государственное краеведение, народное краеведение, Союз чувашских краеведов, Национальная академия наук и искусств. Как это все, о чем пишут, сколько их, социальный портрет краеведа современной Чувашии. Тоже очень любопытно. И все три доклада вызвали достаточно большой резонанс, я считаю. Этот формат чем примечателен? То есть мы делаем большое выступление до 50 минут, и заранее на наш доклад пишут отзыв ведущие ученые, в данном случае вообще там 2 члена Российской академии наук, Анна Владимировна Дебой и Владимир Владимирович Напольских, оба языковеды, причем Владимир Владимирович еще и этнограф, и Андрей Сергеевич Сараев, наш научный сотрудник исторического направления, с исторической точки зрения анализировал доклад. То есть они по 6-7 страниц, которые будут опубликованы, писали на нас развернутые рецензии со всей возможной критикой, какую только нашли. Вот, действительно, это сотрудничество, как ты правильно отметил, довольно необычно. И дело не только в том, что Александр Владиславович, он работает и живет в Москве, хотя сам он этнический чуваш, и деревня у него в Закамье. Нурлатский район. Да, очень такой интересный у него в этом плане судьба, и очень обширные знания, и главное, вот хорошую школу человек прошел. И реально глубоко в своей науке находится. Но я, со своей стороны, как археолог, довольно неожиданен в этом дуэте. То есть моя задача была подтянуть историческую интерпретацию к этим этнонимам. Вот. Возможно, там историк более классический, который более глубоко в письменных источниках и лучше бы разобрался, но так сложились обстоятельства, что мы где-то 3-4 года общаемся с Сашей. Я специально поехал с ним знакомиться в Казань, когда был такой семинар там проведен Владимиром Владимировичем Напольских. И
постоянно обсуждая какие-то лингвистические вопросы исторической лингвистики чувашского языка, в первую очередь, вопросы предков чувашского народа булгар, мы вышли так или иначе на этнонимику, и я ему предложил, что вот давай вот в этом формате сделаем доклад. А мы уже за 3 года обсудили все эти версии. На самом деле. Просто в переписке банально. Вот. И, по сути, нам оставалось только всю эту переписку взять и оформить. Да, но, научно оформить со всеми ссылками, с источником. Там около 200 с небольшим ссылок на 4 авторских листа текста. Вот. Причем даже текст прямо из переписки я брал за основу. И мы его начинали редактировать местами. Это прям вот, это что касается творческой кухни. Да. Вот. Мы решили, что доклад будет состоять из 2 разделов неравных. Первый небольшой раздел о том, как вообще появляется этноним в письменных источниках в первую очередь. Там в картах, возможно, еще, но в первую очередь письменных. В разных ли источниках, русскоязычных, иностранных, нарративных, документальных, попытались дать краткий обзор. Да, это очень краткий, но, на наш взгляд, даже опубликованного материала, пусть мы не учли, наверное, 100% всех источников, и над этой темой еще продолжается работа, в том числе нашим институтом. Это очень нужная, правильная работа. Я считаю, что следующий этап вообще изменения наших представлений о проблеме чувашского народа связан с качественным накоплением данных. Я говорю это и за археологию, историю, лингвистику, то есть ревизии песцовой книги, когда будут переработаны максимально топонимика по всем местам расселения Чувашии, археологические памятники, в том числе могильники, и ДНК, в том числе современного населения и палео. Вот это качественно даст новое понимание. Оно будет более детальным. Мне кажется, что общее представление на сегодняшний день можно представить себе. Вот. Второй раздел нашего доклада, он уже об этимологиях. Мы не стали выделять историографию, и прямо внутри каждой из 7 этимологий, которые, на наш взгляд, отвечают более-менее тем принципам научности, которые были сформулированы в последние годы в этнонимике, скажем, в дисциплине, в том разделе лингвистики, который занимается этнонимами. Этнонимы — это очень непростой раздел лингвистики, как выяснилось. Вот я сразу хочу сказать, что я тут не все могу говорить за своего соавтора. К сожалению, его нету сейчас на этой передаче. Понятно, про лингвистическую часть доклада мне тяжело говорить. Вот. И мы отмели народную этимологию и сосредоточились на 7 версиях, которые мы последовательно рассматриваем. А можно кратко прям с версиями познакомить, о чем они вообще, а потом уже обсудим, какая из них наиболее близка к истине, на ваш взгляд. А вот сейчас хотелось бы с версиями познакомиться. Да, конечно, но я предварительно скажу, что все-таки анализ источников, что нам дал. Первое упоминание — это 1508 год, и то это уже литературное упоминание, а не из источника даже. В летописях это 1520-е. По-моему, это даже не чуваши, да, первое упоминание? Нет, 1508 год у Лызлова в «Скифской истории». Это монографическое такое произведение научное, первое, по сути, историческая монография конца 17 века. Упоминается, что чуваши в 1508 году отмечают некий паганский праздник, читоязыческий, вместе с татарами, черемисами под Казанью. Около Казани, кстати, что тоже важно оказалось для нас. Вот. 20-е годы летописи, примерно в это же время первые письменные источники, как Герберштейн, например. То есть это, скажем, вторая половина существования Казанского ханства, начало 16 века. Важно, что и иностранные авторы, русские авторы, типа Курбского, в первую очередь, я бы сказал, Курбского, документальные источники, их самый большой массив, летописи, не очень охотно, но уверенно начинают вот с этого времени упоминать чуваш как один из народов Казанского ханства, и потом уже Россия, уже этой присоединенной территории. Именно среди других этносов, черемисов, татар и так далее, так далее. Очень часто паре с черемисами. И это позволяет определить 3 зоны расселения чуваш вот в этот период. То есть здесь важно понять, что в данном случае чуваши встречаются именно как этноним, именно как название отдельного народа. Да. То есть... да. Он иногда путается, как будто бы с другими народами. Есть такой, видимо,
такая проблема. Мы считаем, что это в первую очередь из-за того, что он упоминается в неких контактных зонах среди там смешанного населения. И это те территории, которые занимали чуваши вот на момент взятия Казани, они кардинально отличаются от нынешних. То есть сейчас мы видим, где чуваши живут. На территории Чувашии половина народа и половина в так называемых этнотерриториальных группах, которые в основном на юг и восток от современной Чувашии. Да, вот такая полоса расселения. Да, там отдельными такими более-менее крупными ареалами до Урала. Оренбуржье, Башкирия, Татарстан, Самарская область, там Ульяновская, вот. Предволжье, Закамье и Приуралье. Вот. А на тот момент это, я имею в виду на момент завоевания Казани, если взять первые песцовые книги, в частности, 1550-60-х годов, это Казанский и Свияжский уезд, то есть это так называемое историческое заказание от Илети до Вятки вокруг города Казань, вдоль рек Казанка, Меша. Это Нижнее Пресвияжье, что мы считаем территориально связано с заказанием как единая историческая область. Это, собственно, горная сторона, современная Чувашия, северная ее часть, и очень часто путая с Черемисой. И третья зона, самая маленькая, путая с бисермянами, на территории Нижней Чепцы, вместе ее впадения в Вятку. Это граница Удмуртии и Кировской. Вот. Мы считаем, что во всех этих местах, где чуваши упоминаются, они на тот момент упоминались именно как этнос, и тому доказательством являются, если сейчас там чуваш нет, а это, например, казанские татары, татары-кряшины, или бисермяне, или чепецкие нурлатские татары, везде есть чувашский след. Либо в языке, либо в культуре. И бисермян, и кряшин, и казанских татар, естественно. Либо камни. Да, и реальные материальные свидетельства присутствия. Да, бывают там орфографичные надписи с чувашизмами, но с ними вообще отдельные вопросы, можно даже отдельную передачу делать. Обязательно. Вот, почему это так важно, я так подробно об этом говорю, потому что именно понимание чуваши как этноса и где она проживает, ее размещение на карте позволяет оценить те версии этимологические, которые мы разбираем. Итак, отвечая на твой вопрос, 7 этих версий, которые, по нашему мнению, критериям научности в той или иной степени отвечают. Это версия юаш, татарское слово, тихий, мирный, кроткий. Юваш в чувашском. Да, юваш в чувашском. Это суварско-сувасская версия от племени Сувары исторического. Третья, значит, версия совершенно забытая, довольно старая, от названия племени народа Табгач. Версия, связанная с неким словом, обозначающим как будто бы крестьянина, шуаш. Вот, такая земледельческая, скажем, версия. Шуаш. Да, шуаш. Значит, потом версия, связывающая название народа с словом чавуш, тюркским и попавшим... военнослужащие. Значит, оно означает в общих чертах и в современном, там, турецком, в частности, это вообще сержант, а так что-то типа реконструируемые значения, как младший офицер, стражник, служащий невысокого ранга, посланник, гонец. И 2 последних версии, связывающих с неким несохранившимся, кроме топонима, в чувашском языке словом «щеващ». Первая версия, она такая, связанная с жертвоприношениями и традиционным поминальным обрядом, то есть языческая в кавычках версия. И версия, к которой в конечном счете пришли мы, с той же самой основой, как «щеващ», означающая «заречные» буквально, живущие на другой стороне реки. Вот все 7 версий. Очень интересно. На самом деле, в каждой версии появляется огромное количество вопросов. Наверное, про сувасскую гипотезу мы обязательно поговорим с Андреем Сараевым. Я услышал, что он прям написал полноценную статью там из нескольких частей, посвященной этой теме. Очень интересно звучит, шуаш. Это такая версия странная, но давай про нее поговорим. Что это за версия такая? Можем поговорить про все. Что касается версии Чуваш, значит, она возникает в 1998 году, принадлежит перу Дамира Мавлевича Исхакова, известного казанского татарского этнографа, историка. Он ссылается на неопубликованную работу Ахметьянова, татарского языковеда, в которой тот якобы говорит о том, что это слово могло значить крестьянин, и, соответственно, словом чуваш
называли в эпоху Казанского ханства и чуть после некое основное ясачное крестьянское население, что хорошо бьется с проблемой ясачной Чуваши, которая могла бы быть татароговорящей. То есть это некая ясачная социальная страта, низовая татар. Вот. Но парадокс в том, что за 2 года еще до этого Ахметьянов опубликовал работу почти с таким же названием. Чуваша в письменных источниках 16-17 века называлась работа. Там он в итоге не склонился ни к одной из версий происхождения слова чуваш. Мы даже не включали вот в этот обзор. И он говорит о том, что слово чуваш могло значить языческое божество, могло значить профессию, а может что-то еще. Но что оно могло значить слово «крестьянин», в этой статье нет. И хотя это объяснение слова «чуваш» попало даже в фундаментальную монографию «Татары» 2001 года, академическую, в Академии наук изданную, но после этого и сам Дамир Мавлевевич перестал ссылаться на нее, и в последних работах после начала 2000-х уже он эту тему не поднимает. И таким образом эта версия, она самая фантомная оказалась в нашем понимании. И мы ее взяли только потому, что она сыграла важную роль в историографии, хотелось ее коснуться. А при этом некого протюркского, древнетюркского слова с таким значением и фонетикой нету. То есть безосновательная версия получилась? Да, исторически она может базироваться на том представлении о чувашах периода Казанского ханства, что это основное земледельческое население, потомки булгар. Но мы не знаем такой традиции номинации народов в регионе, чтобы они себя называли по основному занятию. Там мы крестьяне, мы земледельцы. Интересно, по традиции наименования сразу вспоминается воинственные марийцы, будто бы спокойные чуваши. Вот следующая версия про Чавуш. Она как будто бы очень интересно звучит. Знаешь почему? Потому что чуваши как будто бы проживают на окраинах Казанского ханства и как будто бы вполне себе служилое население. Почему бы и нет, да? Учитывая, что служилое население у нас носит определенные названия. Это и мишари, которые служилые, и тептяри, которые служилые, да, были. И башкир тоже, наверное, можно служилым каким-то определенным населением назвать, может быть и чуваш. Вот в данном случае чавуш. Почему эта версия имеет под собой основание и вообще может ли быть частью действительности? Да, любая версия. Эта версия была в 70-е годы предложена Геннадием Емельяновичем Корниловым, чувашским языковедом. Ему, кстати, в этом году 90, что ли, лет юбилей. Он еще жив. Будет конференция в ЧГУ, посвященная ему. Может даже принять участие с этой вот версией. Версия интересна. Во-первых, она не требует каких-то сильных лингвистических усилий, объяснений, чтобы объяснить, почему это слово стало чувашами. То есть фактически это почти одно слово, одна фонетика. Чавуш, чуваш. Да, чавош, чаваш. Очень легко это объяснить, этот переход. При этом это действительно широко используемый, и даже не только в тюркском мире, но и в тюркском тоже, и в арабо-персидские языки попавшие довольно рано. Тут еще вопрос, откуда, куда оно попало, но впервые как антропонимы оно фиксируется еще в Архон-Енисейской рунике в составе имен правителей и других похороненных под этими надгробиями. Там в 3-4 случаях уже с века 7-8 мы видим появление этого слова. Дальше одно из названий, терминов у Ибн Фадлана мы встречаем как созыватель чавушей. Это для Хазарии, как один из титулов. Там есть и другие варианты интерпретации, но большинство авторитетных тюркологов так читают. Да, но не в булгарской характерной фонетике, в общетюркской такой, но мы видим как будто максимально близко к Волжской Булгарии появление подобного слова. Довольно рано попав и в персидские источники, оно распространяется там и по арабскому миру, но по-настоящему всплеск этого термина связан с Турцией, Османской империей, и там оно поистине широко распространилось. Оно известно в составе где-то 60-70 названий населенных пунктов, в составе имен известных турецких фамилий до сих пор. Там Чавушаглы, например, их министр иностранных дел, то есть дословно сын Чавуши получается. И попало таким образом и к балканским народам. Вот. И до сих пор в турецкой армии это слово означает сержант напрямую. Вот. Мы проанализировали те источники открытые, что у нас есть, и максимально близко к нам оно употребляется в Крымском ханстве,
и у Тамерлана в державе тимуридов. То есть это Средняя Азия, Крым, а Крым был тесно связан с Турцией. И вот тут проблема, например, в Золотой Орде и в Казанском ханстве, хотя определенные источники у нас по социальной терминологии в этих государствах есть. Это ярлыки разных ханов там в первую очередь. Это, например, булгарские надгробия, там есть титулатура. И в Казанско-ханское время тоже. Это важный источник. Там больше 10 социальных терминов. Чавушей там нет. И кроме того, если бы это слово попало в своем вот этом военном значении, социальном значении, наверное, должно было дать какие-то рефлексы, отразиться у народов нашего региона, но его ни у кого нет. Кроме того, если это ранний персизм, например, попавший в булгарский, оно тоже должно было попасть и в языки других народов, в чувашском как-то проявить себя в этом значении. И, наконец, это слово никак не объясняет, это очень важно казалось для нашей работы и для наших предшественников тоже, марийское обозначение слова «суас». А марийцы, напомню, луговые, так называют татар сейчас казанских, а чуваш называют горные марийцы суасла-мары, то есть, такие суасские марийцы, получается. Или люди на татарский лад. Да, или так. Под словом мары они обычно марийцев, они просто людей наименуют. Вот, то есть слово по-татарски чуаш, марийское суас и чувашское чуваш лингвистически очень близки, по сути являются, как мы считаем, некой фонетической адаптацией одного и того же слова, и рассматривать их, нам кажется, нужно вместе, происхождение вот этих трех этнонимов в языках, по сути, одного этнонима, но в языках трех народов региона. Суас, чуваш в татарском и чуваш в чувашском. Чуваш в татарском, да. Ну, мне перенька скедахтав думал его год хитрый, чем в этой Лада Данилова сазы режиссер бери Кунберги азльдеретти, протокрантель булабар. Таван осхагал. Таван осхагал. У меня тут сами беркаларма малалах тазат пар перень баян чуваш. Я халах яжа еплерих пулзаганы не берсюцы я ват параха ведь хапере пулжагане Николай Станиславович Мясников историю слахизень кандидача. Николай Станиславович, у нас еще две версии осталось. Как раз исходя из СУАС, да, которые, самые такие, которые более-менее правдоподобные, как будто бы, которые объединяют и татарское чуваш, и чувашское чаваш, и марийское СУАС. Это вот Щаващ, которая у Николая Ивановича Егорова и Виталия Григорьевича Родионова, и Щаващ, которая предложил Михаил Романович Федотов в свое время, да, ведь? Вот, давай рассмотрим эти версии. Если мы цуварскую, табгачскую оставляем в стороне и не обсуждаем, пока не трогаем, и юашскую, Тихий Мирный, то да, мы считаем, что наибольшее внимание заслуживают те версии, которые рассматривают взаимосвязь марийского, чувашского и татарского названий народа чуваш. То есть еще Николай Иванович Ашмарин предположил, что словом «суас» изначально марийцы называли булгар, а потом по мере их отатаривания, значит, оно незаметно, тихо перешло на казанских татар, как ближайших соседей марийцев. Значит, также важно отметить, что само слово «чуваш» в чувашском языке звучит с нехарактерной фонетикой, и тоже еще первые тюркологи предложили, что это татарское заимствование обратное в чувашский. Вот. При этом тот же Николай Иванович отмечал, что ранее чуваши произносили свой этноним как-то помягче, как будто чуть по-другому. И ярким таким кандидатом на это название является слово, сохранившееся в топониме, в топонимиконе Чувашии, в Цивильском уезде отмечалась деревня Анткасы, по-чувашски Щедик-Щеващ. И вот, например, тот же Николай Иванович писал еще, и Виталий Григорьевич с конца 70-х годов о том, что вот это Щеващ и могло дать в марийском СУАС. И вот Александр Вячеславович тоже согласен с этим, Владиславович. И вот это Щеващ могло означать, по нашему мнению, согласно историографии, два значения у него. Это по Николаю Ивановичу Егорову версия, обозначающая приноситель жертв, жертвоприноситель, от протюркского глагола, обозначающего приносить жертву. Виталий Григорьевич в ходе своих исследований немножко отредактировал версию, изменил версию Николая Ивановича и свой вариант понимания этой гипотезы предложил, а именно связать со словом протюркским, обозначающим поминальный обряд, поминки.
Которое в чувашском связано с Чува. Да, Чува, верховое кладбище, вероятно, древнее слово, еще там с булгарского времени, обозначающее погребальные памятники у предков чувашского народа. Вот, соответственно, человек, который совершает этот поминальный обряд, а по сути оба мы объединили значение с термином «язычник». Ну, этот термин не все любят, то есть этот термин, мы знаем, возник среди христианских священников, священнослужителей. Такой он имеет ругательный, что ли, характер. Но если брать его в кавычки, как делают этнологи, как, например, Екатерина Андреевна Игафова, обозначающая так дохристианские верования чуваш, в том числе и не только. Вот, мы думаем, вполне приемлемо. То есть называть эту версию языческой. Исторический ее смысл в том, что было жесткое разделение булгар и постбулгарского населения на язычников и мусульман, и чуваши являются потомками первых, наиболее многочисленных сельских жителей. Кто-то это сравнивает с худыми болгарами, к этому тоже есть вопросы, и к тому фрагменту из казанского летописца, откуда это взято. Вот. И в целом эта версия довольно старая, еще когда большая часть историков, чувашеведов склонялась к суварской версии, они тоже подразумевали, что эти сувары оставались язычниками и, избежав ислама, мигрировали куда-то на территорию нашего Чувашского края и здесь дали начало чувашскому народу. Если же считать, что сами булгары были в большинстве своем язычников, то вот по мнению наших уважаемых филологов, докторов наук, это вот разделение проявило себя вот к периоду Казанского ханства, к 1508 году, когда вот это вот постбулгарское население себя по религиозному принципу объединило, консолидировало. Вот. Вторая, ну или последняя точка зрения, тоже связанная с этнонимом Чуваш, со словом Чуваш, была предложена не нами, а еще Юсупов, татарский эпиграфист, языковед, обратил внимание на то, что татары называют те, кто живет на другой стороне реки, термином юач. Оказалось, да, его поддержал Михаил Романович Федотов, и с тем, что вот это слово чуваш могло означать заречный. Интересно, а подобное встречается, кстати, вот недавно буквально в социальных сетях переписывался с представителем чепецких татар. Да, вот это они как раз. Которые в Удмуртии. Да, чепецкие, нурлатские по-другому татары. Они же каренские татары. Вот, каренские, да. И вот он как раз говорит, что там заречное население свое, буквально там часть своего же села, которое за рекой находится, они вот так вот называют. Да, вообще я хочу сказать, что называть кого-то зареченцами, это даже в русском намеконе, ну, наименование некого населения. И вообще, ну, это как географизм, то есть те, кто живет за рекой. На этом берегу, на другом берегу, заречные улицы, шоссе и прочее с этим у нас, конечно, связано. И Сергей Белых и Владимир Владимирович Напольских, удмуртские исследователи, считают, что татарское наименование удмуртов, Арлар, Ары, от этого, возможно, город Арск, это именно заречные. То есть те, кто живут на другом берегу. Вот мы вспоминали, что, возможно, в Витьке, Мордовская, тоже с этим связано. То есть примеры в этнонимии региона как раз есть. А это очень важно. Это один из принципов этимологии этнонима. Научности этимологии этнонима. Вот. Ну вот мы как бы докрутили эту версию, можно сказать. Александр Владиславович, он нашел примеры на Алтае у ряда народов, где ближе к форме этого слова к протюркскому, древнетюркскому йогач употребляется в значении зареченских. И вот это йогач в булгарское время постепенно трансформировалось, могло дать чувашское щеващ. Ну да, вполне. Например, в том же узбекском йомгур йога, это типа дождик идет, а у нас щевать. Йога, щевать, как будто бы, да, ну, характерно. С точки зрения исторической лингвистики, это вот прямое развитие слова. Другое дело, что вот Михаил Романович считал, что щеващ напрямую чуваш может быть. Вроде бы нет. И Николай Иванович, Виталий Григорьевич говорили, что нужно тут татарское посредство. То есть в какой-то момент татары должны были начать называть так вот эту группу, и чувашское уже чуваш, пройдя через татарскую фонетику, вернулась в лоно чувашского языка уже в значении этноним. И мы вот думаем, что вот это чуваш могло и не означать этнонима у самого чувашского населения, иначе бы, наверное, сохранилось. Да. То есть просто некая группа, грубо говоря, вот постбулгарского населения, которая
жило за рекой. Почему вдруг они все стали так наименоваться? Потому что очень четко в самый критический момент средневековой истории наших предков был эпизод, когда они массово двинулись на другой берег исторической реки Итиль, Адал. А именно так у тюрков есть рефлексы до сих пор в татарском, башкирском, что именно так называли реку, начинающуюся в реке Белая на Урале, и дальше через Нижнюю Каму, впадающую в Среднюю Волгу и текущую к Каспию. То есть это была одна река. Хотя на самом деле это не так принципиально. Просто после катастрофических событий рубежа 14-15 века население резко переходит на другой берег вот этой крупной реки и концентрируется именно там, где мы видим ядро Казанского ханства, собственно, вокруг Казани, и Старой Казани, и Новой Казани. Но это отдельная дискуссия. И именно там источники уже после присоединения, после покорения Казани рисуют нам расселение массовое чуваш. То есть это было ядерный ареал чувашского народа, основная территория Казанского ханства. А, соответственно, чуваши могут быть только потомками вот этого постбулгарского населения, которое резко перешло на другой берег реки. И с точки зрения вот исторической интерпретации вот этой возможности наименования заречными или язычниками, мы приводим множество фактов, говорящих о том, что нельзя чувашей того времени, вообще до христианизации, принудительно считать чистыми язычниками. И мы вслед за рядом историков, за тем же Николаем Ивановичем Ашмариным, Петром Владимировичем Денисовым, за Дюлой Мессерышем говорим о том, что в чувашской религии, культуре много элементов ислама. Но не считаем, что они были чистыми ортодоксальными мусульманами, как их предки булгары. А что это был ислам такой народный, синкретический, в котором сам Аллах мог называться Тура, Тенгри до этого. И мне кажется, это важное направление для в целом дальнейших исследований, и что это понимание ближе к истине, чем уповать на то, что каким-то чудом предки чуваш могли избежать хоть какой-то исламизации в составе 3 последовательно сменяющих друг друга исламских государств: Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Вот мне кажется, нам хочется обратить внимание чувашеведов разных специальностей на вот это. Поэтому нам кажется, более нейтральный этноним, как зареченцы, заречные, больше подходит для объяснения этнонима чуваш. Николай Станиславович, огромное спасибо. Я смотрю, у нас уже пришло время заканчивать сегодняшнюю передачу, поэтому будем надеяться, что исследования в этом русле будут продолжены, и мы все еще обсудим множество других вопросов, которые касаются происхождения не только этнонима чуваш, но и в целом чувашей самих, да? Впереди у нас будет много передач. Тусем азлер захваратпар, пирень паян эфирда, таваныс хагал каларым бульче, ебер сиримбет, чаваш халахин яджа, ебле бул загайны нет, тогда паянхи, ращей тогда Чуваш республики Нчелослолах, Куянебе Менжух Шланы Берги, и пер Пальме Булдард Марпиде Бузактав Замахи Калат по историю Слухизень кандидат Нечеваш, Патшала гуманитарию Слухизень институчень, Ерце Брага наукощения, Николай Станиславович Мясникова. Мне те предель булычень, Серембе Банебе Булдамильдияр, Саза Стелла Данилова, эфирда те предель булычень Чебер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.